В этом году «Алроса» планирует самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за историю сотрудничества с Чернышевским рыбоводным заводом. Экологи компании посетили хозяйство завода и убедились в готовности зарыбления. Подробности в сюжете Марфирины Алексеевой. В прошлом году «Алроса» авансировала Чернышевский рыбный завод на сумму порядка 6 миллионов рублей. За счет этих средств завод увеличил разнообразие выращиваемых видов рыб. Таким образом удалось вывести и адаптировать один из ценных видов рыб Якутии – чир. Благодаря чему уже в этом году около 1 миллиона личинок чира будут выпущены в реки Вилюй и Лену. Также часть средств направлена на обновление оборудования. Усовершенствование не прошло бесследно. Качество производительности повысилось в разы. У нас обновились цеха, у нас обновилась полностью практически состав какой-то штатной численности. Ну и самое главное, новое оборудование, 2 направления развивается. Холодолюбивые — это у нас сиговые породы рыб, ряпушка, чир, пелить, а теплолюбивые — это сибирский осетр, орденская популяция. Но это редко, когда завод занимается вот так сразу 2 направлениями. В период с мая по сентябрь этого года акционерная компания «Алроса» инициирует выпуск более 4 миллионов личинок и 65 тысяч мальков. Так, водные объекты Якутии пополнятся мальками осетра, личинками чира, ряпушки и пеледи. Это самый крупный выпуск водных биологических ресурсов за период многолетнего сотрудничества с Чернышевским рыбзаводом. Мы будем выпускать и осетров в Вилюй, и пелить, и ряпушку, и в Лену, Вилюйское водохранилище. И чира будем выпускать и в Вилюй, и в Лену. И впервые, то есть компания будет в том числе заниматься выпуском в озера. То есть первый раз в этом году будет выпущено порядка 150 тысяч личинок в озеро Темиркенде. Ежегодно финансирование зарыбления рек увеличивается. В 2020 году сумма расходов на восполнение водных биологических ресурсов превысит 10 миллионов рублей. Помимо компенсационных средств, которые компания «Алроса» затрачивает на возмещение ущерба, она выделяет деньги, закупает у нас дополнительно рыбопосадочный материал. За счет этого происходит зарыбление Вилюйского и Светлинского водохранилища. С подачи тоже экологического центра компании «Алроса» география у нас значительно расширяется. На данный момент экологи алмазной компании совместно с Министерством экологии Якутии рассматривают возможность зарыбления других водных объектов республики такими видами рыб, как карась, нельма, муксун. Марфирина Алексеева, Вадим Ларионов, Мирный.